Государство должно управлять процессами в национальной банковской системе, подчеркнул Рауль Хаджиба, открывая совещание. При этом президент отметил определенный положительный результат работы в этой сфере. В целом, та работа, которая проводится сегодня Национальным банком, нацеленная на то, чтобы совершенно по-другому были бы построены работы, направленные на предмет реальной работы в финансовой сфере. О ситуации в банковской сфере за 9 месяцев текущего года рассказал председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателя. Главной задачей банковской системы является повышение эффективности и реализация кредитно-денежной политики, воплощение которых возможно, естественно, при наличии финансовых ресурсов. В этой связи Беслан Барателя напомнил, что до сегодняшнего дня Банку Абхазии приходится погашать кредит 700 миллионов рублей, выданный Министерству финансов республики в 2010 году. И, безусловно, эти платежи, которые делаются 2 раза в год, в районе 65-70 миллионов каждый транш, то есть порядка 130-140 миллионов каждый год из Банка Абхазии уходят на погашение ресурсов. В этих условиях, в отсутствии источников поступления денег для Банка Абхазии, одной из главных задач Банка Абхазии, помимо всего прочего, является компенсация этих резервов. Эта компенсация возможна, если не говорить о привлечении средств из Министерства финансов, собственными силами. Единственный источник – это получение прибыли. По графику вся сумма этого кредита должна быть выплачена к 2020 году. Процентные доходы Национального банка Абхазии за 9 месяцев в прошлом году составили 115 миллионов, тогда как в нынешнем году почти 150 миллионов рублей. Увеличение на 33 миллиона процентных доходов Беслан Барателя связывает с расширением кредитной политики главного банка страны и увеличением кредитного портфеля коммерческим банкам. Расчетно-кассовое обслуживание позволило заработать Банку Абхазии 38 миллионов 700 за 9 месяцев. Но это связано с экономической активностью в стране, деятельностью коммерческих банков, с осуществлением переводов в Россию. На курсовой разнице по курсу валюты 8 миллионов. На 1 октября 2016 года 8 коммерческим банкам выданы кредиты от Национального банка на сумму 1 миллиард 607 миллионов рублей. В среднем на каждый банк приходится около 200 миллионов. Самая большая сумма по невыплаченному кредиту висит на Сбербанке. Это порядка 300 миллионов рублей. Председатель Сбербанка Тимур Бганба объяснил, что из этой суммы около 200 миллионов составляют приватизационные кредиты, выданные фонду по приватизации еще лет 10-15 назад. Также большой долг перед Сбербанком у дорожно-строительного комбината и аффилированной структуры госкомпании «Абхазхлеб». Рауль Хаджиба поручил заместителю руководителя администрации президента Адгуру Лушба изучить материалы кредитной истории и при необходимости подключить к работе Генпрокуратуру. Глава государства потребовал жесткого контроля над процессом возвращения кредитов. Чтобы не получилось, как в предыдущие годы, отдали мы кредиты, никакой работы по возврату не проводилось. Поэтому весь этот объем долгов, который висит и в Сбербанке, и во всех остальных структурах, особенно по приватизационным делам, это самая большая проблема. Если мы сейчас эту задачу начнем на этом этапе решать, я больше чем уверен, эта цифра тоже снизится. Беслан Барателя рассказал, что коммерческим банкам, испытывающим финансовые трудности, выдавались кредиты на поддержание их ликвидности. Также на подкрепление банкоматов выдавались кредиты до 15 миллионов рублей. Необходимость в этом возникла потому, что летом многие туристы обналичивали карты в банкоматах. По словам председателя Национального банка, большой интерес населения вызывает потребительский кредит, предоставляемый держателям карты АПРА. Уже 1700 бюджетных работников оформили кредиты на общую сумму 92 миллиона рублей. И по этим программам активно работает 2 банка – Сбербанк и Сухумбанк, и 2 кредита в Гарантбанке. Мы предусматриваем, я хотел бы эту сумму потом обсудить с вами, порядка 300 миллионов этот пакет сделать для поддержки населения, потребительское кредитование. Потому что обслуживание 100%, даже не 99, 100. Потому что принцип такой заложен. Человек берет кредит, организация закидывает деньги на карточку, но по пути движения денег от организации непосредственно к заемщику банк снимает то, что положено снять, и остаток зарплаты зачисляет. Мониторинг кредитов, выданных по программе кредитования малого и среднего бизнеса, выявил, что большинство граждан исправно выплачивают проценты.
у нас получается 31 человек из 146. Иногда вовремя не платят проценты, но в итоге платят с задержкой до 2 месяцев, до месяца-двух. По большому счету тоже неплохо. Таких вот получается 89 человек. 120 человек из 146 хорошо обслуживают кредит. Это хороший показатель. Нецелевое использование кредита. То есть, когда делали заявку, говорили, мы будем заниматься тем-то, а по факту оказалось, что в процессе они перешли на что-то другое. Да? Но если совсем придираться, это нехорошо, но по большому счету тоже эти 19 человек обслуживают. Да? И в итоге проблемных всего, это те, которые взяли деньги и не вложились, и в итоге исчезли, и проценты не платят всего 7 человек. Вот пока срок погашения кредита не наступил, мы ждем. По мере того, как этот срок будет наступать, мы уже будем привлекать в суд. Там есть залоги, которые были заложены, будем решать их вопрос. По разным отраслям из средств, направленных на развитие производства, торговли и сельского хозяйства, хуже всего возвращаются кредиты, взятые на сельхозпроекты. Но, по словам Барателя, это было вполне ожидаемо, так как именно в этой отрасли риски всегда велики. Амра Амичева, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.